بعد چشم مست قسم که تو شدی هم نفسم باورم بکن به تو بکسم. Зулайха Махмадшоева, молодая таджикская эстрадная певица, исполнительница, получила популярность за пределами родной страны под псевдонимом Зузу. Сусу Зулайхо покорила публику сильным голосом. شیرین شیرین چی شیرین نخندم خالص یا کنج لبش زبندم. Яркими аутентичными восточными мотивами в песнях и необычным концертным образом, певица выходит на сцену в костюмах из струящихся тканей с обилием перьев и страз. Такой вид, по мнению поклонников, добавляет Зузу восточной загадочности и колорита. Зулайха Махмадшоева родилась 9 сентября 1993 года в Фархорском районе Республики Таджикистан. Мама девочки работала танцовщицей. Зулайхо, старшая дочь в семье, впоследствии у девочки появилось еще трое братьев и сестер. Детство девочка провела на родине, в Фархорском районе. Братья и сестры рассказывают, что Зулайхо служила для них примером для подражания по части скромности и усердия. Зулайхо училась в средней школе номер 1 и с юных лет мечтала стать эстрадной певицей. Девочка была поклонницей таджикской эстрадной звезды Манижи Давлатовой, творчеству которой молодая певица пыталась подражать в первых песнях. Сегодня Зулайхо сотрудничает с кумиром детства. Манижа пишет музыку, которую исполняет Зузу. Из российских исполнителей Махмадшоева выделяет популярную певицу Нюшу. Зулайхо нравится и стиль, и музыка коллеги. 9 сентября 2011 года Зулайхо впервые профессионально выступила перед аудиторией. Махмадшоева исполнила патриотическую песню «Ватан» на Дне независимости Таджикистана. В дальнейшем творчестве любовная тема стала превалировать над патриотической. В 2011 году Зузу записала композицию «Шабасту Махирушан» в дуэте с молодым музыкантом Файзали Фазиловым и сняла совместный клип на эту песню. Популярность Зулайхо Махмадшоева получила в 2011 году после презентации песни «Кабутар». И записи одноименного альбома молодая певица завоевала любовь таджикистанской молодежи. Поклонники отмечают, что композиции Зузу несут неукротимый молодежный дух и ценят выступление Махмадшоевой за сильную энергетику, которой певица делится с залом. Творческая биография Зулайхо насчитывает более десятка композиций. Вскоре после первого витка популярности Махмадшоева выпустила второй альбом под названием «Механдам». Певица записывает композиции, в которых смешиваются традиционные таджикские песенные мотивы и ритмичная поп-музыка. Некоторые треки Зулайхо длятся от 9 до 10 минут. Что в 3 раза превышает длительность песен других эстрадных исполнителей. Клипы на песни исполнительницы набирают миллионы просмотров на видеоплатформе YouTube. Но основной заработок певицы – выступления на свадьбах и других торжествах. Средняя оплата одного заказного выступления Махмадшоевой $1800 США, как гласит запись в официальной фан-группе певицы. Зулайхо выступает на свадьбах от 4 до 5 раз в неделю. По словам исполнительницы, справляться с таким загруженным графиком певице помогает команда, которая уважает и слушает солистку. В 2014 году певица выпустила музыкальный клип на песню «Туинна». В этом же году Махмадшоева записала новую песню «Дили Девона». Композиции стали знаковыми песнями в творчестве Зулайхо.
Исполнительница поет Туэну и Дили Девона на каждом концерте. В 2015 году Зулайха Махмадшоева начала гастроли по родной стране и ближайшему зарубежью с новым концертом на Вдани-Холл. В этом же году Зулайха Махмадшоева впервые дала концерт в Москве. Зулайха Махмадшоева призналась прессе, что семья не поддержала выбор девушки стать артисткой. Опорой для молодой исполнительницы стали друзья певицы, особенно композитор Бахриддин Сабур. Родственники одобрили выбор профессии Зулайхи, только поняв, что девушка действительно может петь и постепенно становится популярной. Певица старается не афишировать личную жизнь, даже будучи популярной эстрадной певицей. Зулайха старается придерживаться восточных традиций, предписывающих женщинам скромность и целомудрие. Махмадшоева замужем и воспитывает сына. В свободное время певица любит готовить. Любимое блюдо Зулайхи – лагман. Зулайха Махмадшоева ведет аккаунт в Инстаграме. За творчеством певицы следят без малого 100 тысяч подписчиков. Аккаунт не верифицирован сервисом, но ссылка на него прикреплена к странице фан-группы Зулайхи в ВКонтакте. Исполнительница выкладывает фото с концертов, кадры с друзьями и забавные фотоманипуляции, сделанные с помощью популярных приложений, а также ведет прямые трансляции. Отвечая на вопросы поклонников, Махмадшоева предпочитает вести здоровый образ жизни. До того, как девушка стала популярной, Зулайха ходила на пробежки и тренировалась в фитнес-зале, но из-за возросших нагрузок певице пришлось выбирать между творчеством и спортом. Зулайха выбрала музыку. В конце 2016 года певица презентовала песню «Бай-бай» и композицию «Музыка». Песню «Бай-бай» с Ниратах.